прямом эфире программа «Новости», в студии Луиза Хатуева, и коротко о главных событиях к этому часу. Усилить работу духовенства. Рамзан Кадыров встретился с богословами республики. Прийти, выбрать и проголосовать. Я считаю, что каждый человек должен иметь свою гражданскую позицию. Она у меня есть. Я на выборы приду, и все мои родные и близкие придут. Республика готовится к большим выборам. Жизнь и путешествия на Кавказе. Путешествовать по Кавказу безопасно, приятно, и здесь оказывают такую хорошую поддержку. В республике побывали участники велопробега Дербент-Пантикапей. Республику посетил директор акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» Олег Горчев. В столице состоялись переговоры с главой Чечни и Кабинетом министров. На совещании обсудили вопросы развития горнолыжного курорта «Ведучи» и Центра сохранения и защиты природы Северного Кавказа. В ходе встречи стало известно, что уже скоро состоится открытие нового туристического объекта. Все подробности у Рамзана Керимова. Первая горнолыжная трасса всесезонного курорта «Ведучи» будет запущена в 2017 году. О подробностях проекта говорили на совещании по вопросам создания и развития курорта под председательством заместителя министра России по делам Северного Кавказа Одесса Байсултанова. В нем приняли участие председатель республиканского правительства Абубакар Эдельгириев и другие члены Кабинета министров, а также руководство акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» и французской компании «Пома». С докладом о проводимой работе выступил вице-премьер Хасан Хакимов. Он доложил о темпах строительства дороги Грозный, Шатой и Тумкали. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2018 году. Чиновник также отметил, что несмотря на отсутствие целевых источников финансирования строительства особой экономической зоны «Ведучи», работы не прекращаются. В ходе совещания выступил представитель французской компании, на счету которой строительство 8000 километров канатных дорог на известных курортах, таких как Куршавель, Сочи и другие. Он рассказал о том, что их компания намерена строить дорогу на курорте «Ведучи». Первые специалисты приедут в республику в конце сентября. Сегодня было проведено стартовое совещание с компанией, которая занимается проектированием первого стартового комплекса. Она выиграла конкурс у компании «Курорты Северного Кавказа». Это французская компания «Пома», лидер, в принципе, в горнолыжной индустрии. Они планируют в районе 26 сентября выйти на площадку уже с инженерами, с изысканиями, чтобы существующие технические решения привязать на местности. Примерно к концу года мы планируем получить проект данного первого пускового комплекса и разыграть тендер на его реализацию таким образом, чтобы к следующему горнолыжному сезону запустить курорт, и первые отдыхающие уже смогли покататься и понять, что такое горные лыжи, и почувствовать настоящую скорость. Со своей стороны могу сказать, что компания «Пома» существует на рынке во всем мире горнолыжного строительства уже 80 лет. Штаб-квартира находится во Франции. И, конечно, мы принесем лучшие наши знания, экспертизу и опыт, и наши лучшие умы для развития горнолыжного туризма и строительства первой очереди, первого этапа южно-ориентированного склона «Ведучи». Соответственно, у нас в конце сентября приезжают наши главные конструктора на объект по канатной дороге, по системе искусственного снижения и по трассам. Это будет задача номер один – создать минимальную необходимую инфраструктуру для того, чтобы к концу следующего года, 2017, можно было запустить первый склон, первую горнолыжную трассу, и жители республики, и туристы могли пользоваться и наслаждаться горнолыжным склоном и горнолыжным курортом. На самом деле хочется отметить, что то решение, которое будет реализовано на южном склоне, это высокотехнологичное решение. И практически таких решений несколько в мире, потому что нам необходимо обеспечить катание при плюсовых температурах, потому что это солнечная сторона. И здесь я надеюсь, что мировая компания совместно с нами мы реализуем те решения, которые понимаем, как сделать, для того, чтобы обеспечить катание на южно-ориентированном склоне. При этом хочется отметить, что курорт Северного Кавказа не останавливается, в принципе, в работе над курортом. В октябре месяце мы подводим результаты по конкурсу на строительство большой зоны катания на северно-ориентированном склоне.
предполагается организация зоны катания порядка 10 километров к 2020 году. Соответственно, общая емкость курорта на сегодняшний день составляет порядка 15 километров трасс, и это порядка 3500 мест размещения, если когда весь курорт будет реализован. На самом деле это достаточно решение, которое было принято достаточно давно. Особая экономическая зона в Чеченской Республике организована еще в 2013 году. Сейчас наша компания велась проработка земельных вопросов, сейчас вся земля передана в управление, нами подготовлен проект планировки территории, нами создан единый большой проект по развитию инфраструктуры курорта. Таким образом, сегодня мы просто приступаем, у нас плановый этап, по которому мы идем для того, чтобы планово запустить курорт. Сразу после совещания в правительстве делегация встретилась с главой республики Рамзаном Кадыровым. Генеральный директор акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» Олег Горчев рассказал, что к концу текущего года планирует выйти на строительную площадку с инженерами, чтобы привязать на местности существующие технические решения. Я думаю, что как минимум зимой выйти на площадку для того, чтобы к следующему сезону запустить данную очередь курорта, чтобы уже первые туристы могли приехать, покататься и насладиться горными лыжами. Понятно, что европейская фирма выиграла тендер, что мы открыты для всех, что в конце концов мы откроем там первый этап, так скажем. Это радует. Спасибо за тот объем работы, которую провели в последнее время. Мы долго говорили, обсуждали. На самом деле, сейчас в последнее время мы видим реальные результаты. Это очень радует. Поэтому я думаю, что правительство Чеченской Республики и те инвесторы, которые вместе вкладывают, и ваши организации, мы все вместе сделаем так, чтобы у нас была одна из лучших, так скажем, горнолыжных курортов и в России, и в мире в целом. Поэтому, в свою очередь, мы готовы делать все возможное, даже невозможное, что зависит от руководства республики, от региона, чтобы в ближайшем будущем, чтобы мы катались и к нам приезжали, так скажем, не только туристы там, с российского государства и международные. Для этого у нас есть и природа, и местность хорошая. И мы и строим, так скажем, соответственно, не просто там дорожки, и строим инфраструктуру так приличную для того, чтобы тому человеку, который приедет в республику, чтобы он получил максимально пользу для здоровья, для отдыха. Поэтому только сейчас в последнее время остается говорить слова благодарности. Олег Горчев также отметил, что к концу этого года также планируется подвести результаты конкурса на строительство большой зоны катания курорта «Ведучи». Спасибо вам огромное. Я хотел бы добавить, что мы на самом деле, как и обсуждали это с правительством Чеченской Республики, не останавливаемся на первом этапе. В октябре у нас заканчивается конкурс на проектирование северного склона. Это там, где у нас расположена основная зона катания. Будет спроектирована канатная дорога магистрального типа, которая сможет с южного склона доставлять туриста на северный склон. На первом этапе мы проектируем порядка 10 километров трасс. И у нас в районе 2020 года стоит запуск как раз вот этой вот уже второй зоны катания, которая позволяет нам, в принципе, добавить интереса к курорту. Здесь я могу сказать, что мы движемся планомерно, понимаем нашу стратегию. Здесь самое важное – это знать шаги и их четко, вот когда договорились, да, то, что вы говорите, да, это очень важно, когда договорились, четко придерживаться тех вещей, о которых мы договорились, и их выполнять. Поэтому спасибо огромное республике, потому что без вашей помощи, наверное, этого проекта бы не было. Я хотел бы также добавить, что на сегодняшний день Министерством по финансам Российской Федерации, Министерством по делам Северного Кавказа и Минэком произведена практически декапитализация курорта Северного Кавказа на реализацию этапа 0. Соответственно, здесь мы понимаем, что у нас есть все, у нас есть хороший иностранный генподрядчик, у нас проектировщик, у нас есть финансирование. Когда ты видишь результат работы, это бывает удовольствие получать. Когда ты ничего не видишь, а днем и ночью работаешь, это только волокита и нервы убиваешь себе. Поэтому так получается, что мы вышли, самое удовольствие получать от работы.
Здесь речь также зашла о Центре сохранения и защиты природы Северного Кавказа, ключевым направлением которого является восстановление популяции переднеазиатского леопарда. Организация займется созданием в Кавказском регионе устойчивой самовоспроизводящейся природной популяции этого редкого хищника. Рамзан Кадыров отметил, что Чеченская республика полностью готова содействовать этому направлению в регионе. Мы реализуем достаточно сложные инфраструктурные проекты в горах, которые... А горы – это такая экологическая составляющая, которая необходима не только в инфраструктуру строить, но и ее нужно поддерживать. Поэтому мы выступили организаторами Центра независимой некоммерческой организации «Центр природы Кавказа». Соответственно, его основными задачами мы перед собой ставим 3 задачи. Это восстановление популяции переднеазиатского леопарда, восстановление популяции зубров и восстановление самшита на территории Северного Кавказа. При этом хотелось бы отметить, что при этом мы готовы и хотим поддерживать экологические экспертизы. Попечительский совет возглавляет Александр Геннадьевич Хлопонин. И если вы не против, то мы бы хотели, чтобы фонд принял участие вместе с Чеченской республикой в программе восстановления переднеазиатского леопарда. С удовольствием будем поддерживать, будем заниматься вместе. Это интересно, природа это. Тем более президент, видите, занимается этим тогда. Мы должны поддерживать. Таким образом, региональные власти намерены выполнить сразу 2 задачи – сделать регион привлекательным для туристов и сохранить природное разнообразие республики. Рамзан Керимов, Хавай Деева, Джамалайл Хаджалиев. Новости. Позже глава Чечни провел отдельную встречу с заместителем министра по делам Северного Кавказа. Речь шла об оказании помощи республике в восстановлении объектов инфраструктуры, пострадавших в ходе ураганного ветра и сильных ливней в конце августа. Вице-премьер правительства России Александр Хлопонин, посетивший Чечню сразу после стихии, поручил Одессу Байсултанову восстановить несколько социально значимых объектов при поддержке корпорации «Курорты Северного Кавказа» и корпорации развития Северного Кавказа. Байсултанов заверил, что поручение будет выполнено в установленные сроки. Рамзан Кадыров встретился также и с богословами республики. Во встрече приняли участие муфти Чечни, кадии районов, потомки пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, потомки шейха Кунта Хаджи Кишиева и представители различных вирдов. На повестке дня стоял вопрос многоуровневых выборов, которые пройдут 18 сентября. Глава региона призвал духовенство активизировать работу и донести до населения важность грядущего события. По словам Кадырова, прийти на избирательные участки и отдать свой голос – долг каждого гражданина, которому не безразлична судьба своей страны. Hırdoşa doğana, karşılaşılmış şu doğana, şey, onda doğana, harcım bir işten. Aslında doğana, nah doğana, Arabıyla karşılaş, harcım bir iş, dakika, dünya, dakika, zakonya, masu ağıra doğana, şeyin, dostalda, horma doğana, dakika, bilgordak diye işte doğana. Aslında doğana tağına şu, doktorda, nasi doğana. ديكوني ليش ذاك جماعية الحالج دون أردوش ناخدوش دون ذاك مسود دوتشي شوش ناخدوشو ذاك شو لدوش عش دون وشادرك خلق دون حالات شورة حتى أو حالات دون أو يدون دل دون تانشيت روش كتر خلي دون حقيقة شو هذاك ده شيء ده يدويل دون تان وين مكة شو المها دون Busal din oude uit, weet dan busal din oude, heel oude roosket deel dan. Wij deze, dat should dan, tot dat is geen daar, dat kan je stoot wat dan, din halwans, gina dokko, dat lamas, margis, orans dan, marswojoch, zamnes gin, nachbukoch wat dan. تغنوا وين ما هادونا نوتي جواها دين مارسو دين بقوة دين بيرك دونا
لق إبا ندانا مي محتوخ قيقايش عيدلو بلح بولش ناخ لامز مرخيت نيس العارش دون تسين خزلي العارش لامز ماجش العارش شيء زدري دوهرت نيس ليل ليت عارش دون دوزل شقورانت مرزوه ليت عارش بوشم موسم متى قيق مش بيش بوشي قيق مش برسو دون شيء تحت دون مثل جويش توش أغو دون ديل بوربان خوات نقوين دون نوتشي جا دون تعال هو زعم سونا دجوي دون عيد بلح والشو دون تيح بتنش بو تيح كواتشل تجدي تمش ماجل تجدي تمش كوات بيسخل دي تمش دون زعم هذا جوين اشتخيص وش كيرش حيو زعم تهنا زعم ده من تعيود دون زعمنا قدم نستل قيت رح صودل دون حدوش تقوي دون تدل تهنا تحت دون مو بوناشي تعمن برتون سنجلت مي بوتش بقناح دونه تخصخ الشي مكشتر هدم دون تخصخ الشي تسار أوري دونه استقبال سيخلق نح دون دون ده الشيء دون يعرف دون 20% خلش عن دون صوت اعتار قايست الشي مكشتر دونه ويبش خير دون وين لاش دي كله دون ويقوم وأردل ويقوم دونه دون تسعن لاش دي تصير دوش هدو تسعن لدو لا خوين دون eens we weer hier doen, dat nach boer boedon, dat de lach doen, we schakelen nach roos beter, naast roos dat er goed doen, nach schakelen die dan Arabelle, kijk dat baoyol ganjorfik Arabelle, zu schien lechteg, is ja dan, nou ja zijn ze heel tje dan, party je laat ze dan, het zie it's ja ja zijn de wat toe galets klaar ja dan het zo je latch bol je laam goed bakken is dan doe we latch te dan خارج مش بوش دقة وي مسيتو زووش قيتشي يوغا دويتوش دقيقة شو غيرتش تاتبلش بابنا دلا يوغا تأخر سمويتا أول خارج مش بوش دق إذا بوسو الدنيا شي بوخ بولشة حدي أنا همدو بايمر عليه الصلاة والسلام يدعو لنوات سن أصحاب شان يقع بيرك خارجلت أبو بكر ديل رئيس خيل سنة يخارجلت شان يقع تعبيل قل واقلت يدعو لنوات سر أصطيب أنا يلش عليه الصلاة والسلام دقل خرل بوق بال دنيا نشبين بات سن أويل يزوي سول بوق بول بودا دنيا نشبين بات أصطيب أن بوخم خلا بيلش عشبول أصحابش أخ هنستغنا وين يقع تعبيتان دارجلاي تعبيتان يقع إقلاي سيخ وين يقع ويختلوش خارج يزوي الله يدوش يقع وعد النصر داي حي دق بيلشي بايم عليه الصلاة والسلام شديغة غلزر قيتا شا جماعة آل سوالو أبو بكر صديق يدير رئيس خيلسون سنغلامز دايت آل سودايتين دوشت الخبر يلشن عليه الصلاة والسلام بايم عليه الصلاة والسلام سو إز بلغل واقرخ اتسعت سو تسيتو غرخ سو خيستوش إيويتش سو يوغا مكرة مدينة حبوغ شانت سو إز خارجري شناق وستخارجري إز هما في الغار الدين القرآن آيات إشياء حيخ شاول شخيناير إيش تسوتي غلوحا برت غلط سيرا أبو بكر صديق دير رئيس خلصون خارج نقصر تحتس بول أصحاب شا قيتش ويلان ساخلا دلا دوخو بول شارة يخارج مساسين شولت يحا تار مسارة سنسا بيعات داش سنش أغو يشا إشتا ساتسم خلا أبايم عليه الصلاة والسلام شي دوش دو شووشي دق دولش خلاح شين يقيا ديكو غويك شو خورجوش دلاح لا تبوغ داخر غولي دوشون داخر غولي دو بوغدو إشت بول شو تسميل بو ديلقي هيتم لا تربوشون تاع بوغدويز شووشي دق دولش دا صح شين يقيا ديكو غويك شو خورجوش دا صح لا تكير خلر غولي دوشون لا تكير خلر غولي بوغدو تدوش دول عذاب بيتن شي ظلم شي وين جيلهم شدوش
Здесь же Рамзан Кадыров напомнил собравшимся о сложном периоде, который пережила Чечня на пути становления и процветания. Также, по словам главы региона, в республике нет места религиозным течениям и сектам, которые сеют смуту в обществе и являются причиной кровопролития. Руководитель Чечни подчеркнул, что благополучие и мир в регионе стали результатом курса, заложенного первым президентом Ахматом Хаджи Кадыровым. Богословы, в свою очередь, также отметили важность выборов. Так, муфтий республики Салах Межиев в своем выступлении подчеркнул, что голосование – это часть религии и уходит корнями в ранний исламский период. Дагестан сегодня отмечает День единства народов. Главу соседней республики и его жителей поздравил с праздником Рамзан Кадыров. Он написал, что искренне радуется происходящим в Дагестане позитивным переменам. За короткий срок регион добился успеха в экономике и социальной сфере. Он занимает достойное место среди других субъектов Российской Федерации, подытожил глава Чечни. Кадыров пожелал дагестанцам мира, стабильности и процветания. Рамзан Кадыров ответит на вопросы СМИ. Завтра смотрите в вечернем эфире телеканала «Грозный» встречу главы Чечни Рамзана Кадырова с журналистами федеральных и региональных срредств массовой информации. Все, у кого есть вопросы к главе республики, уже могут присылать их на нашу электронную почту вопрос@mail.ru или в приложение WhatsApp, воспользовавшись номером 8 965 965 96 50. При этом необходимо указать фамилию, имя, отчество, адрес и номер телефона. Вопросы принимаются до 12 часов дня 16 сентября. Также можно оставить свои комментарии на нашей странице в Инстаграм. Точное время эфира мы сообщим в следующих выпусках. Информация также будет опубликована на нашем сайте и в аккаунтах в социальных сетях. Кандидат в депутаты Государственной Думы Адам Делимханов встретился с сотрудниками акционерного общества «Чеченэнерго». Тема встречи – предстоящие выборы, которые пройдут 18 сентября. У республики богатый опыт проведения выборных кампаний. Жители Чечни всегда проявляли гражданскую сознательность. Явка на прошедших выборах в регионе была высокой, эксцессов не наблюдалось. Делимханов отметил исторические этапы восстановления и развития республики. Все началось с правильно сделанного выбора как в период референдума, так и на этапах формирования всех ветвей власти. Благодаря выбранному пути первого президента Ахмата Хаджи Кадырова удалось направить Чечню в правильное русло возрождения, а затем и процветания региона в составе Федеративной России. Делимханов призвал присутствующих проявить гражданскую активность и проголосовать за своего кандидата или партию. Также здесь были розданы буклеты с предвыборной программой кандидата на пост главы Чечни и партии «Единая Россия». Körtnöge ize way busulna khaliter dint wan parat dokalarıyor. Şol way noch dokalariter way noch şol. Mit cha waqt milch meta hiller xonu so noch şol usul ba was noch şol usul alish yos xahilere ize şeyderik gedel ikitan bu Ahmad Haji da lazat oldu. Tahıl way was bacha Ramzan Haji Berkatlu. İza astadi çeşun şaderigi kuş guştu. Dara ve derk dualar ve diaduk melçuna bakdik nizdik dikdik ve iş oman ve iş ehon. Baydendik. İza her don Allah i diknek tagan ve Ramzan Haji ve bacha Allah da kanya welten حالات غلط تغنى ديكنك حلوة شمتك يوي ونك شول شمتك يوي ده مولا ونداش يهودو إذا شرح نظام كلر دوق إذا أحمد حاج بعدين بولنيق بوسنيق يا حدوق شوي سوينيق بعد عن دينو أدم كيتش دينو يبقوا حقوتيلش وين يلا تعش هو الدنيا نجح علمنا دوق ويسمع الله بزولنا خلريا Körtnek dindu en tundele elemsnaher noch ju haberken noch ju santan busul din nizam dahwetten busul din paraqtiyosh aydel bügüller bol patchan de düğünde nach cemaatlar toş mecdge nach koyuş dini nach düğün boş din hızdeş Kur'an laren beş Kur'an hikert ettu beş mettige
نحشي شو أحسن تحني الدنيا شو تحني متعيات أعمل حاجة دائم خلقي قدمي تعقيدينك بقوير خالتو إيه شو بقو طولي روش دوش تبتن دائمنا تنديره سؤال بيحنا شنيق يعدال مقراها باش ميوش متع خلشي ميوش متع دعدغن خلشي بلخ بلخ لقوي تقلق زي بوخ بوي بلواني الفمخلدات إيش سينا وستيت خليها سنونداش هونيق ديل دعال ويمركع نظام خردو ويمركع وخلق فرق ديردو يديك دي خردو وكيجينا ديك مش بوش دينتي بوش نقش اللي بوش ميوش متع يلردش دعوردو ويش مق على سبيل بوي ويش نانو يجري لربي بوي ألبر نق عمل عس أربع نبونيا ندير ده مقلا ينزوين شقد دالش ويبشون ما أبي وقتا مصوميت يعتان بتش حوشي قمة يلعبيل قلداش مصو أور ويبش بور كودو طبعا أرجع بوليتيك أو تابوجا ويلي لورد بوليتيك ياس نقطة قام عمل عس أربع نشنيق يا شهادة ديك تحكمانتو كمان دلع كمان دلرف أو كمان دنا بس خلقنا يخلق حشتش دش كان حاضر بويت ليرش بتروح فمزات ماجد سلوغان народа وقت تندينا ويش هذيك سلوغيش народа دوق نقاسن وي خارج تصح وي خارجة وين هرم إشليل دي الوي خلق وتيد الله. Адам Делимханов отметил, что команда Рамзана Кадырова никаких невыполнимых обещаний давать не будет. Она продолжит следовать курсу первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова, главной задачей которого являлось облегчение и улучшение жизни населения. ليل ده خلق ده أهيو كردوه ده مغلا باش دلوك ده دش تدلوك ده غيرش نتاع إيقو غير ده توي حنينا دوتوك دوتر ده توي تاع أو دش وكرانك شعيلا شويش ويتريو بور ده توي وين ده لحد تقيتنتي وين ده لحد نيتقتي وين ليل ده خلق ده أهيو كردوه هونيق يا ده مغلا ده لقوي وينا كان خاتي يشتكودو إذا شابريكي شابوسل بارو نحشو شاست مصور خج تس خنزة نقاط إذا حلاوة تقاطع تانتيجا بديش كشلوي شو وندرجي تويش كود تو ديش دكودو تو ديش دريك شيء لا مختو ديش بك شيء لا بوزيتر خل لا بو غيربك مسون جو مسن شو خل أو إنه خارجن بو يبو بيز تندر أتابعها دقيوس من حزام أحمد حزام هذا الطاقة تونجا دحول خينا تنقية شينا كيدو واشتن ثاني رسي شيء سستاوي رسي دوال كيد تعور دليل أحمد عسل تعور ده شامل ومو اشتاخو يقول ليه خطر والإذا دروجة شين ويش داس اللي يقول شي خلقوا نجح سنوي بشوي شو إيزوش بوناخ وش لعبه خلقوا خارجن بح بس خارجن بشان يو أتحقق وشا اللي وليش دوق مدري دوي تنبت قيتون كنك فلاحتو الحلقة يرجع خد من ما هي مسألة توشا خشية خلق شا تحقق وألير بس خارجن بتشينا نجح سنة خلقوا خونا داغلا غي دين دوش غي نوحشي دوش غي жغلت دوش غي عادت دوش خو по пространстве Российской Федеративной государства пока выйду то что по республике что ухам что разные дни что то хен и улея то тахал о выборя вот тахал о хажинч выборя после хорошая лето تخرج دول غروشة خرج تأتي غروشة لا إذا خلزام الخانوق تخنم وين هدو وين شين بعد من حق وشدو دينس ديك وشدو وين نقشليز ديك وشدو وين غيوتشن حجرتي ديك وشدو وين بوخم خيلش تصدقش تقش تونغش خيلش تونغ عيدل اتنشيني وشدو وين أعمد حاس أربع نبو إني إبو وي أم خاني إرسي خليتر تدع ويبقى رمزان هذا ضوء أول ده تنديكنز بيقن بول مصر تو ميلدين دو شو من
И в продолжение темы о значении многоуровневых выборов в политической жизни страны говорили в Натерчном районе. Премьер-министр республики Абубакар Эдильгириев призвал жителей прийти на избирательные участки и проголосовать за своего кандидата. Изнаур Заурбеков продолжит. Предстоящие выборы – главная тема на встрече Абубакара Эдильгириева с избирателями Натерчного района. Премьер-министр особо отметил роль граждан в общественно-политической жизни страны. لسه مصعب نا قتشنا لحايد برك وش دوي ومنبوسن برك وش هاد يا يجا غادي وياكش داز سقط لجا ثاني سقط لش لازمش بوجه لازم مسير بوجه إيش تقام دوي ويا وتدي لهم وشق دقة دوشتوري تاتا ووصل عم دوتي لحايد لا أحسن دي خبرش مساجي دينا عوالي اليوم القيت من الخانة هو اللي يأكل القيت سونا أحسن ويرهي ودويش أخلو وانش أحتوش ريسنش دي اللي عدو ويبعنش دي اللي بعمل ريسنش سونا كده سشو بيها В Натерчном районе 12 сел, и избирательные участки муниципалитета уже готовы к выборам. Впрочем, как и избиратели. На сегодняшний день общее количество наших избирательных участков 21 количество. В состав комиссии входит 192 человека. На сегодня, можно сказать, оборудование, необходимое оборудование, любой шкипер, информационный стенд, стационарный ящик, переносной ящик, все необходимое оборудование оснащены на сегодня. Они действительно готовы на 18 число, день выборов для голосования. Предстоящие всероссийские выборы – очень знаменательное событие в истории нашего региона и России в целом. Жители Натерчного района также сделают свой выбор. Самое страшное, как мне кажется, в человеке – это равнодушие. Я не равнодушный человек. Я не могу быть равнодушной к тому, что происходит в республике, к тому, что будет происходить в республике. Все-таки я, извините, конечно, за откровенность, я еще и мать. Понимаете? И поэтому мне не все равно, что будет дальше, при каком государстве, при каком правителе, при каких начальствующих звеньях будут работать, учиться, жить мои дети. Поэтому, конечно, я не останусь дома, я никому не советую оставаться дома. Я считаю, что каждый человек должен иметь свою гражданскую позицию. Она у меня есть. Я на выборы приду, и все мои родные и близкие придут. И весь мой коллектив, конечно, тоже придет на выборы с огромным удовольствием. Тем более это День чеченской женщины. Понимаете, какое-то такое счастливое совпадение. Естественно, все будут на выборах. И я, правда, счастлива. 98% голосования наравне с Курчаловским районом. Выбор шахяха дуой да мола, Натерчный район. Хинси са амелдор, салего са авен Абубакар цена васти. И ой подчас аю ашу да мола, хардик шаха и. До начала выборов осталось 2 дня. Уже 18 сентября избиратель отдаст свой голос за кандидата на пост главы региона, депутатов Госдумы, парламента республики, а также местного самоуправления. Изнаур Заурбеков, Шамиль Саламов и Ислам Расуев. Новости. Предстоящие выборы стали главной темой встречи Магомеда Даудова и Турпалали Ибрагимова с жителями Шали. Избирательная активность, по их словам, главный признак демократического общества. Приняв участие в едином голосовании, граждане определят и будущее республики на ближайшие годы. شيء гражданский долг, شيء حق يدوقنا نوچه مات بيونا يدعلو چمتيها قيش متيكش كاشولا شاش جگر گوچ خلا بودي عندها المؤها گوتر بوالتيشا وصل. На избирательных участках Шалинского района все готово к предстоящим выборам. Подобные встречи с жителями проходят регулярно и продолжатся вплоть до Дня тишины 17 сентября. Всего через 3 дня жители Чечни выберут не только главу республики, но и депутатов Госдумы, местного парламента и Совета депутатов. ديل مقرع تنلعم سديونا اش خاجنا شتش ديونا يزيق داردا تخنيسلا قهوة بردوبو
أعمل جنيه أو هيتصل ما هيك درجة أنا بتشم ولا داعي تبدو صدق غير شو بروست إذا ويبش داخل اليوم شيء حب بوزو الدنيا عيد لا زكوان يحدي أنا حب دوئي بتشاف يا عشرة تك гражданский долги يتندون بوزو الدنيا دون بيشنا سيجوار شين حرب على شيء حمد بتشا خارج ويكلش خارج دون إذا الدنيا دون تأدي لندو إزواغر وجود تيك داخل. К проведению многоуровневых выборов республика готова. Об этом стало известно на итоговом совещании избирательной комиссии. Напомню, что в этот день заработает около 500 избирательных участков, в которых будут созданы все необходимые условия, чтобы каждый гражданин мог сделать свой выбор. Обо всем по порядку. Лариса Джабраилова. Избирательная комиссия республики завершает последние приготовления к первым в истории страны многоуровневым выборам. Уже отпечатано более 3 миллионов бюллетеней. Все ведомства и службы в этот день будут работать в усиленном режиме. Все 468 участков, они оснащены необходимым технологическим оборудованием для проведения голосования в этот день. У нас ожидается очень высокая явка избирателей, потому что, в свою очередь, избирательные комиссии тоже достаточно очень большом объеме провела работу по информированию избирателей. Плюс к этому у нас практически все органы государственной власти, они тоже проводят информирование избирателей. На итоговом совещании представители министерств и руководители избирательных участков обсуждают последние вопросы. 18 сентября все участки обеспечат транспортом на случай голосования на дому. Соответствующие службы отвечают за бесперебойное электроснабжение. А за безопасностью в этот день будут следить представители МВД и МЧС. До 17 вечера включительно, значит, на всех избирательных участках избиратели могут прийти к своим участкам, посмотреть, есть ли он в списке избирателей. В день голосования избиратель не окажется в списке, да, ничего страшного, он может предъявить свой паспорт, так, член комиссии сверит, посмотрит наличие регистрации в списке, в паспорте и, естественно, внесет его в дополнительный список. До выборов осталось всего 2 дня, и на избирательных участках практически все готово. Для тех, у кого будут вопросы по заполнению бюллетеней, здесь установлены специальные стенды. Проголосовать смогут и незрячие избиратели. Для них предусмотрены специальные бюллетени. Помощь будут оказывать и волонтеры. Незрячий человек, это в помощь ему. Из плотной бумаги вырезаны дырочки, вырезаны там, где нужно поставить галочку. Бюллетень ставится сюда, и он может зайти в кабину, тайно проголосовать. Представители правозащитных и общественных организаций также провели последнюю подготовку к предстоящим выборам. Омбудсмен Нурдин Ухажиев утвердил список правозащитников-наблюдателей. В день голосования они посетят все районы республики, где будут следить за соблюдением прав граждан. У нас подписано соглашение с руководством Чеченской избирательной комиссии. Точно так же подписано соглашение Панфилова и федеральным уполномоченным. Панфилов, в свою очередь, направила всем нижестоящим избирательным комиссиям письмо указания о порядке взаимодействия с региональными уполномоченными и сотрудниками его аппарата. Значение предстоящих выборов в жизни всей страны обсуждали и в Чеченском госуниверситете. Кади Грозного Магомед Хитанаев призвал студентов голосовать вместе со своими родными и близкими. О роли избирателей и гражданской активности говорили на встрече главы администрации Русмартановского района с жителями. Валид Абдурашидов отмечает историческую важность всероссийских выборов. طبعا خدول شو نخدال ومعي بدويل خباقي كان جايت نقدال يوم ما قلتي وين ما قلتي ويتي عايشنا ما قلتي اليوم قرط ويوز عبيرك تزام يور. Более 60 тысяч буклетов с призывом к участию в выборах раздали гражданам работники Минтруда. Избиратели выразили безоговорочную готовность исполнить свой гражданский долг. По официальным данным, в Чеченской Республике более 650 тысяч избирателей. Явка на этих выборах ожидается высокая. Кроме того, в единый день голосования по всей республике пройдут культурные мероприятия. Лариса Джабраилова, Мансур Саев, Шамиль Саламов и Дани Хавхаров. Новости. В
прокуратуре состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции. В работе совещания приняли участие представители Министерства внутренних дел, Министерства финансов, Управления ФСБ и Федеральной антимонопольной службы. Здесь обсудили как позитивные аспекты работы против коррупции, так и допущенные просчеты. Так, например, за 2016 год было выявлено 10 тысяч коррупционных нарушений закона. Около 2000 должностных лиц привлечено к ответственности. Возбуждено более 70 уголовных дел. Прокурор республики подчеркнул, несмотря на усилия надзорного органа, взаимодействие между правоохранительными органами не отвечает требованиям. Проводится полномасштабная работа по противодействию коррупции. Только за прошедшие 8 месяцев в данной сфере вынесено свыше 6 тысяч актов прокурорского реагирования, инициировано привлечение к различным видам ответственности около 2000 лиц, в том числе свыше 70 к уголовной. Вместе с тем, на данном направлении имеются существенные недостатки. В частности, неискоренена порочная практика манипулирования контрольно-надзорными органами статистикой в целях создания видимости работы. Имеются факты необоснованного вмешательства в финансовую деятельность юридических лиц, а порой и откровенного вымогательства. В этой связи руководителям хозяйствующих субъектов, органов и учреждений социального обслуживания населения следует решительно обращаться в государственные структуры с жалобами на действия должностных лиц. Необходимая защита будет обеспечена. Неумение вести себя в обществе и, как следствие, освобождение от должности. Накануне ночью с представителями сил правопорядка встретились заместитель министра внутренних дел Чечни Апти Алаудинов и командир нефтеполка Шарип Делимханов. Причина, по которой организовали сбор – стрельба в неположенном месте. Бывший боец 6-й роты УВО МВД Чечни и уроженец Грозного Исат Амаев на свадьбе своего друга произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова. Выпущенная пуля угодила в крышу местной жительницы и пробила ее, после чего женщина обратилась к Рамзану Кадырову. Глава республики не раз заявлял о недопустимости таких поступков, о ком бы ни шла речь. Во дворе Урусмартановского ОВД собрались сослуживцы Тамаева, а также личный состав ОВД. По мнению Алаудинова, таким сотрудникам не место в рядах правоохранительных органов. وبتشوف مسك دقيقنا جرش مقيس قويل إتشرادو قيسندو جرش وجه ناغن كوردنا ناخ وجه تمك ناخ وجه تونج شول جرش قيشنا على حنا واسط بوز مت دايتن لاش بي وزاني بلغش بي انتر وع مو خليه شو او حكمان دير وع مو خليه شو أتصل مغواس بوش لاتشا دعوش لاتشا إجارس قواس تديزي تخل شو عود الغيلج شو عود الدو الدعسة دوارزي أشينك يامرتلو يو إلا يامرتلو أشير بعندول أجواعج واتو فيك شاول إفورم تيو عن جارز كريات والتدو أجواعج واتو فيك هربولي أحقواسنج جارزخ هربولي دون نيخ خوينا شو هايلا تي خو كبيت تي شو هايلا خدنا وهر أعداد يعني شو دون دين درجو إتنيخ أدم دين خودر خود ديزوي مو خيط ببيزوي وشة يلا يتشرع بين بول توام دعبال جول تيا حسن ورش حنا وستوابي عندون زوديلو شو جرس توام تجوينا أج مو خيط ببيزوي دال كان دوش أي مدينة شيجر جواب ديوغر دوغر خودوني انجوها او خينو حسن وتقدون لي شوتي دعوه خز بستتي دعوه قرو بستتي دعوه خن وتنشيني تبع خز يمو هي سوجه فريك كاين خير شيء بوبي بوبي حي بلغ دوش دو تعذر خدون قيت امو دي سيستم كر جرزي تي شوج متاع انا متاع بول بير بول متاع إديك بابو خزن ورشتك بيش بكتر بو بيسنشان دعها إتلاسون إيش ديامر توين ويبرشان حلقة دون ويشادش وعايش يتيجه تو وعايش واتوشك شاد سعوات تو وعايش واتوشك شاولش يناقواست تون دل إميجر دوتي شون دعها إتون تون غوشك توانا دوشو اختارن يوضع عبوخ شو دونا جيرز خواسع ميجر دات كجيرز ما خواسع.
Ассамблея народов страны уже 23 сентября проведет традиционный 17-й конгресс народов России, который состоится в Нижнем Новгороде в рамках 5-го международного бизнес-саммита. Детали его проведения обсуждались членами Совета Ассамблеи в представительстве Чечни при президенте России. Работа конгресса будет посвящена российскому кино, поэтому ожидается обсуждение различных аспектов развития отечественной киноиндустрии. В частности, в ходе работы дискуссионных площадок конгресса будут подниматься темы патриотизма и дружбы народов в российском кино. Здесь говорили и о подготовке к открытию 21-й выставки научно-промышленного и инновационного потенциала «Будущее России», которая также начнет работу 23 сентября. Кроме того, члены Ассамблеи обсудили еще ряд важных вопросов, среди которых проведение Всероссийского форума национального единства в городе Перми, Всероссийского конкурса лидеров некоммерческих организаций и объединений, работающих в сфере государственной и национальной политики России. Чеченскую республику в работе президиума представлял помощник главы Чечни Магомед Хакиев. Единство ее народа является фундаментальной. Без этого стране не сохранить себя как единое целое, не стать мощной, сильной державой. Сила нашей страны в единстве. Несомненно, Ассамблея народов России делает очень много для гармонизации национальных отношений. Чеченская республика наравне с другими субъектами Российской Федерации вносит свой вклад в развитие Отечества. Этот путь нам завещал первый президент Чеченской республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров. Уверен, совместными усилиями мы сумеем сделать Россию сильной державой, которая будет гордиться новые поколения россиян. В республике появилась ассоциация специалистов лучевой и ультразвуковой диагностики. Уже состоялось их первое заседание. Специалисты обсудили принципы и методы исследований с применением излучения, а также существующие проблемы в этой области и пути их решения. Обо всем по порядку. Седа Сапарова. Облучение и радиация тогда, в начале 60-х, его, молодого абитуриента Ваху Есаева, не напугали. За почти 50-летнюю врачебную практику, благодаря его рентгенологическим исследованиям, десяткам тысяч людей были поставлены правильные диагнозы, а значит, получено правильное лечение. Сегодня он продолжает работать в одной из городских больниц. На пенсию не торопится, а кто заменит, огорчен. Мало специалистов сегодня идут в лучевую диагностику. Одного врача я подготовил. Впервые из 260 выпускников прошлого года один изъявил осознанно, молодой человек избрал нашу специальность. Среди выпускников надо вести работу, иначе притока не будет. Объяснить интересность этой специальности. Впервые о создании ассоциации специалистов-рентгенологов, радиологов и врачей ультразвуковой диагностики Чеченской Республики заговорили в мае 2016-го на первом съезде врачей лучевой диагностики СКФО. Тогда в регион прибыли ведущие российские специалисты в этой области. И уже сегодня ассоциация проводит свое первое заседание. Ее появление позволит не только объединить врачей этого профиля вместе, но и совместно решать имеющиеся проблемы. Это делается для того, чтобы каждый специалист собирал бы интересный случай. Если человек работает, у него обязательно должен быть интересный случай. Но, к сожалению, у нас нет так называемой обратной связи. Вот мы выявили, просто не всегда получается узнать, чем эта история закончилась у человека. Вот это у нас очень большая проблема. И сейчас министрам ставится именно задача, чтобы вот эта обратная связь ее развить с клиницистами. Если в других регионах основной причиной низкого уровня диагностики является нехватка качественного оборудования, то в Чечне, напротив, практически все больницы оснащены всем необходимым. Не хватает профессиональных кадров. В качестве специалистов у нас, конечно, в этом направлении есть небольшие проблемы, но в этом году мы отправили в московские вузы и ведущие вузы вообще России врачей для, допустим, для переквалификации и дальнейшего обучения. Современная медицина пока не в силах вылечить некоторые заболевания, но уже сегодня большинство из них можно обнаружить на ранней стадии. Именно лучевые и ультразвуковые исследования позволяют проникать и видеть картину заболевания. Эльдар Магомадов работает врачом в республиканском онкодиспансере. Каждый день он сталкивается с десятками результатов исследований, благодаря которым может поставить правильный диагноз. Поэтому работу диагностов нельзя недооценивать, говорит Эльдар. Я как врач могу сам в общем оценить рентгенологическую картину, но врач-рентгенолог, он знает это лучше. То есть основываясь на его заключение, я делаю какие-то лечебные процедуры и мероприятия.
Это очень важно. Чтобы было качественное обследование. И рентгенологические методы, и рентген, и КТ. На первое заседание были приглашены 8 ветеранов в области диагностики. Врачебный стаж каждого более 40 лет. От имени министра здравоохранения за личный вклад в развитие лучевой диагностики им были вручены почетные грамоты. Позже члены ассоциации прочитали доклады. Ожидается, что заседания будут проводить каждые 2 месяца. А итогом работы станет повышение уровня квалификации чеченских врачей. Седа Сапарова, Мансур Саев и Луиза Юнусова. Новости. Общество с ограниченной ответственностью «Чеченские минеральные воды» расширяет географию поставки своего товара. Сегодня была достигнута договоренность между его руководством и предпринимателями из Ивановской области. В первую очередь для гостей была произведена экскурсия по заводу. Также отметили, что Серноводский – это высокотехнологичное предприятие с полной автоматизацией всех процессов и вспомогательных операций, позволяющих выпускать продукцию самого высокого качества. Производительность завода составляет 150 миллионов бутылок в год. Также здесь работают системы контроля качества, соответствующие требованиям международных стандартов. С этого дня напитки, произведенные в Чеченской Республике, будут поставляться сразу в несколько областей России – в Ивановскую, Костромскую, Ярославскую и Владимирскую. Будем внедрять эту продукцию в наши торговые сети, потому что, ознакомившись с производством, поняли, что, во-первых, это экологически чистый продукт, во-вторых, здесь, в Южном федеральном округе, он пользуется популярностью, в нашем округе его нету совершенно вообще на полках. Вот этот контракт, который сегодня заключен, это послужит и для других примеров. И вот после сегодняшнего подписания договора, в самые ближайшие дни мы заключим уже договор уже там, в Ивановской области, и там будет открыто официальное дилерство нашей продукции. На одной из братских могил Грозного установили мемориальную табличку. Общественная организация «Наш дом, город Грозный» совместно с поисковым отрядом «Роза ветров» из Краснодарского края посетили могилу безымянного солдата. Туристско-краеведческое объединение «Роза ветров» вот уже много лет принимает активное участие в разыскных работах солдат, защищавших город Грозный. Им удалось выяснить, что один из таких героев Великой Отечественной войны, выходец из села Новоивановского, Константин Михайлов, захоронен в нашем городе. Мемориальную доску установили ветераны и представители молодежи. В нашем городе Грозном на кладбище Консервное захоронены герои Отечественной войны, которые погибли при обороне Кавказа, при боях под Моздоком. Здесь братская могила, и наши гости из Кущевского района Краснодарского края, поисковая группа «Роза ветров» сегодня установила вместе с Министерством по делам молодежи, Общественной палаты Чеченской Республики, установила памятную плитку в честь этих героев. Самобытность чеченского народа, его традиции и обычаи. Эта тематика нашла отражение в работах чеченского художника Алимпаши Джамалдиева. В музее Алия Славы состоялась выставка его картин. На суд зрителя здесь было представлено около 100 работ. Экспозицию посетила и Тинатин Музашвили. Эту картину я назвал «Мехкатхел» или как совет старейшин. Здесь я показал 9 самых больших трипов чеченцев. Они собирались во время, тревожное время, во время войны, набега, или во время, они принимали решение, что делать. Также я здесь показал котел, талмуд, которым они записывали всю историю, и перстень. Ну, вот эти 3 вещи у чеченцев считались как бы священными, и они хранились, передавались из поколения в поколение народу. В этих работах заключены многовековые традиции вайнахов. Художник удивительно проникновенно переносит на холст быт, характер и историю своего народа. Кроме широко распространенных обычаев, представлены и редкие обряды. Каждая картина уникальна в своем роде. С детства я любил историю. А историю своего народа я тем более люблю. Я все время интересовался, читал, изучал. И по сегодняшний день я изучаю, люблю. И, наверное, основой всего этого, наверное, послужила любовь к истории. Прежде чем написать любую картину, я к нему делаю множество эскизов, зарисовок.
У меня целая гора этих зарисовок. Любую картину можно проследить по этим эскизам. Чеченский художник Алим-Паша Джамалдинов вырос и живет в Дагестане. Однако он предан своим историческим корням. Сегодня он представил около 100 работ. Выставку не случайно приурочили ко Дню чеченской женщины. Ведь почти в каждой работе проскальзывает колоритный образ настоящей чеченки. А сам мастер видит идеал в своей матери. Для меня идеалом всегда была мать. Моя мать, которая воспитала нас, которая сделала нас в это трудное время. Я думаю, что все матери наши достойны того, чтобы отобразить вот это работа, чтобы их увековечить в памяти. Они перенесли многое, наши родители. Кроме выставки, на Аллее Славы произошло еще одно культурное событие. Российский ювелир Николай Любченко подарил музею ко Дню чеченской женщины эксклюзивное ювелирное изделие «Кале-молитва», выполненное в древневосточном стиле. Тинатин Музашвили, Муслим Типаев, Магомед Шатаев. Новости. Ветеран труда, мать-героиня, обладательница медали материнской славы и просто хранительница домашнего очага. Жительница Высокогорья Эльбика Делимханова имеет немало заслуг. Годы жизни она посвятила работе и воспитанию достойного поколения, за что ее труды были неоднократно удостоены почета. У нее в гостях побывала Хава Идиева. وبيش يتوش تجري أحد ما يجري صبوه أحد تسكل والغابة بتصير تم ألسام يقليت هكا شاب صندوق قلر ده وش عيل صغير. Выглядит бодро, очень активно и ни на что не жалуется. То, что 84 года не повод сидеть на месте, каждый день доказывает Зальбика Делимханова. Судьба женщины была непростой. Рано оставшись без родителей, ей пришлось с детства привыкать к труду. Всю свою жизнь Зальбика проработала в колхозе. Вопреки всему смогла достойно воспитать 10 детей. وبالك بالفضل تونك ليل دوره أصل بلاير أحي تونك ليل يشحون هم ما تصلور قوش سهلت بيرش مهري حيقش يكشي بيش عايش يري صداق تعود بيش يدخل يو اتر ياش لا تحلي غيزر اتخول قتلي هو حلان يزر يتبار قابش هو ليل وردوس ليل نقص برك بلقش بنا هي صلاة تاتر هي تحلدر بلقش بقى. Все свободное время бабушка проводит за вязанием. Трудно представить, но она и сегодня вяжет без очков. В родном селе Зальбику знает каждый. Пользуется всеобщим уважением и к ней часто обращаются за советом. Syrens, Urens dan, Erwels dan, Wachhuizen, Gulbelch, Mettach dan. Bab Otsgein, Hiller, Dita, Hogen, Hiller, Mo, Hiller, Hunder, Motherbush. Getters dit, Dagger, dit, Humnus, Hulshort, Tosh, Dagan, Bosch, Tunjo, Hazrit, Dal, Latboilwinosh, Dal, Baboilkosh. Залогом здоровой жизни она называет свежий и чистый воздух родных краев. Эти просторы, как признается сама Зальбика, не променял бы ни на какие богатства. Ветеран труда, мать-героиня – это не полный список ее наград. Однако самой ценной для нее стала медаль Нэнэнси – материнская слава. Такого высокого звания женщина достойна за образцовое воспитание детей. А цветы, полученные вместе с этой наградой из рук главы региона, на прошедшем несколько недель назад фестивале «Биноевская весна» она хранит до сих пор. حوات بأن حوو ضد الشرسوا أزبطان صور على مش حلبوه خاربه لا مش على عقيق يجيش بس ده كان ينسيسكل مش قدامنا ما بس باري ده لا صور ضد الشغلات يا نتخيل هبي شيء صدق مولورها هذا نوع قوة مول والقهر يدخل الحوات طبعا يلا بزيز شو ده ايش تحقق عزيز خدينا هذا الموضوع مش حاجه ده خدينا هذا زيز ده لا ولا خسر يدنا علي اتسويت سياخر حلقه هو دنيا تحمل دول ادم مر بيتوش هرزال بيك يشيا يش زوده
باش بربيتوش يبقي ناخ واش مش غير توش تيوش يحخيت صور هيت يحخيت هذاك يوغ حل لق تنتوش تحلق يقشي صي بيك هارس صور ما سخال زيادك شتله بدليله زيادك شتله خلهم هندقان الصور ده رمضان ديك كنت خلير رمضان كنت قبش نانا خلق دير ديك خلقنا بايدي ويله تخون مخلي ها هو ياسخ شغل دوش ليل شتولش دير خلص دالات دال شوي. У Зальбеки Делимхановой сегодня 56 внуков и 64 правнука. Каждые выходные дружная семья собирается у бабушки, которая старается угодить каждому. Пройдя через многие испытания, она смогла сохранить семью и воспитать детей достойными людьми. Именно таких женщин во все времена называют настоящими хранительницами домашнего очага. Хава Адиева, Магомед Мударов и Дани Хавхаров. Новости. На центральной площади Шали прошел вечер нашидов. Религиозные песни исполняли известные творческие коллективы из республики. Прибыли исполнители из разных городов страны. Здесь же молодые ребята могли показать и свою физическую подготовку. Магомед Ламаркаев продолжит. Нашиды, как вид пения на мусульманские религиозные мотивы, имеют богатую традицию и широкое распространение в исламской культуре. Тексты таких произведений касаются вопросов служения Всевышнему, а также жизни пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в соответствии с традициями шариата. На центральной площади города Шали в минувшую ночь можно было услышать пение нашидов в исполнении группы «Ан-Нур», а также гостей из других регионов страны. Мероприятие организовано помощником главы Чечни Магомедом Хитанаевым совместно с общественными организациями республики, а также администрацией района. Цель мероприятия – это преддверие выборов, призыв к нашим жителям, нашей республики, страны, в общем, чтобы каждый, кто достиг совершеннолетия, чтобы проявили свою гражданскую позицию и проголосовали за кандидата, который им душе угоден. خز حقو دل دودا مقلع اشت قدا خز مارشوت شقة دوش هاد اشت مارشو يحقرنا دين ريس خلق اسمسانا. По соседству с исполнением нашидов проходят и спортивные состязания. Молодые парни могли помериться силами в поднятии гири, армрестлинге и перетягивании каната. Организаторы уверены, благодаря приобщению к здоровому образу жизни удастся уберечь подрастающее поколение от влияния экстремизма. Мне 46 лет, я еще в строю, духу война, выступаешь. Среди почетных гостей глава администрации Шалинского района Турбал Али Ибрагимов и председатель Совета старейшин муниципалитета Муслим Мударов. В своем выступлении они рассказали о важности предстоящих 18 сентября выборов и призвали присутствующих принять активное участие в голосовании. ونعمة الشعب والكاشر روش ونعمة الشعب وليس لا روش ونعمة الشعب وروش المبارح وروش يسال روش حب الله سبت يسوش نوعا وشوان حافظ بريزيدنت أحمد حجينا ناري أستاذ ريزا إلا دار غازة قبول. Ну а в этот раз отличившихся в различных конкурсах наградили грамотами и денежными призами от фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Магомед Ламаркаев, Рамзан Джамбеков, Магомед Мударов. Новости.
В республике побывали участники велопробега «Дербент Пантикапе». Их в духе чеченских традиций встретили представители велоклуба «Горец». Ребята проехались по самым востребованным в регионе маршрутам. Напомню, велопробег проходит в рамках проекта «Жизни и путешествия на Кавказе». Его участникам предстоит побывать во всех республиках СКФО. Таким образом, организаторы намерены показать красоту Северного Кавказа и безопасность путешествий. Наш корреспондент с подробностями. В осеннее теплое утро любители велоспорта из разных субъектов страны собираются вместе для преодоления очередного маршрута. После дистанции Дербент-Грозный они направляются в Ингушетию. Организатор проекта, историк и путешественник Андрей Радимцов отмечает, что главной целью акции является показать жителям страны красоту, безопасность и возможность путешествий по южным регионам России. Мы хотим собрать всех велосипедистов, еще раз привлечь внимание общественности, людей средней полосы России к тому, что путешествовать по Кавказу безопасно, приятно и здесь оказывают такую хорошую поддержку. Еще раз хотим показать, что велодвижение в городах Северного Кавказа развито. Здесь есть велоклубы, здесь также люди участвуют в спортивных дисциплинах. В веломарафоне может принять участие любой желающий. Для этого необходимо иметь с собой двухколесный транспорт и запасную резину. Каждый, кто хочет пройти часть велопробега, может присоединиться и сойти на любом участке пути. Для меня это, в общем-то, как бы любой поход, это как праздник. А здесь тем более люди с разных городов, какие-то новые впечатления, новая местность. То есть, мы поедем-то до Крыма, так что еще впереди много впечатлений. В сопровождении сотрудников ГИБДД колонна велосипедистов прокатилась по улицам Грозного. По словам участников марафона, это хорошая возможность получить очередную порцию адреналина и положительные эмоции. В разных регионах организаторы марафона планируют проводить встречи и лекции с местными любителями езды на двухколесном транспорте, где будут обсуждать перспективы дальнейшего развития велоспорта в стране. Рамзан Джамбеков, Шамиль Саламов, Луиза Юнусова. Новости. Футбольные баталии развернулись этим вечером в Грозном. На поле сошлись команда главы Чечни и коллектив Соббер-Терек. В команде Рамзана Кадырова по приглашению капитана играл и участник 9 класса Хасмагомед Байханов. Юный спортсмен сумел забить 2 гола. После товарищеского матча состоялось чествование футболистов клуба «Ахмат». В этом году спортсмены завоевали сразу 4 кубка. Команда одержала победу в турнире, посвященном 65-летию со дня рождения Ахмата Хаджи Кадырова. Футболисты также стали обладателями кубка и суперкубка республики. Коллектив вышел в лидеры в зимнем чемпионате Чеченской республики. Рамзан Кадыров поздравил клуб с победами, пожелал успехов в предстоящих турнирах. Кроме этого, триумфаторы получили денежное вознаграждение. Öyle amudiyes doğan, sportivni fizički doğan, dikilçi doğan, öyle iştakilçi doğan, strateji doğan, trener rezultatını, taktika doğan, hayat olsun doğan, sporcu olsun doğan, hiç olmaz doğan. Şu son futbol olsun doğan, bu edilmesi olsun, ne sonuç ders doğan. Zaten bunun öyle doğan, ezigi işler doğan, öyle amudiyes ders doğan. Akta xi doğan, şu azmojsin doğan, şu doğan, rezultat xi dikil doğan doğan. Zaten şu işe çalışır, gene halı şu ders doğan. Это все новости к этому часу. Спасибо за внимание и всего доброго.